Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы говорим об отставке вице-спикера подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясова. Ремзи Ильясов обратился к председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от замещаемой государственной должности Республики Крым заместителя председателя Госсовета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе по собственному желанию. Это прямая цитата с сообщения на парламентском сайте. До аннексии Крыма Ильясов был председателем постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. А вице-спикером он стал уже в мае 2014 года. О его отставке говорили и раньше. Так, в конце апреля об этом сообщал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Однако тогда Ильясов на просьбу Крым Реалии подтвердить или опровергнуть данную информацию заявил: «Я работаю, все нормально», и отказался от дальнейших комментариев. На место Ильясова Президиум Госсовета Крыма выбрал Эдипа Гафарова, который ранее занимал должность главы подконтрольного Кремлю Комитета Государственного Совета Крыма по межнациональным отношениям. Кандидатуру Гафарова предложил глава парламента Владимир Константинов. Собственно, из-за чего российские власти аннексированного Крыма отправили в отставку подконтрольного Кремлю вице-спикера, каким последствиям приведет отставка Ремзи Ильясова, почему Кремлю не удается привлечь значительное число лояльных себе сторонников среди крымских татар. Все это мы попытаемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Пока же предлагаю послушать, как объяснил отставку Ильясова глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Но формально Ремзи Ильясов ушел в отставку, на самом деле его ушли. Выполнили то, что должны были выполнить намного раньше, но тогда он выпросил время, чтобы это было связано с достижениями пенсионного возраста. Поэтому, как только ему исполнился пенсионный возраст, и буквально через некоторое время его и попросили с этой должности. Это наказание ему за проваленные выборы. Но не обязательно, что на его место должен прийти кто-то из крымских татар. Это гетто, русское гетто. Как русские себя захотят, так они дальше себя и поведут. Там ни от кого ничего не зависит, кроме, собственно, тех в Кремле, кто дергает за ниточки всю крымскую оккупационную российскую власть. Итак, вы послушали мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он утверждает, что эта отставка Ильясова — это фактически наказание за проваленные выборы. Я так понимаю, что речь идет о президентских выборах, где крымско-татарское население Крыма не очень активно голосовало. С нами на связи крымско-татарский активист Заир Смедляев. Заир, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. И вот только что мы услышали мнение господина Чубарова, который говорит о том, что отставка Ильясова — это наказание за, скажем так, недостаточную активность крымских татар на выборах. Правда ли, что крымские татары действительно игнорируют выборы в аннексированном Крыму? Ну, в принципе, это не первые выборы, которые были провалены, скажем, Ильясовым и его командой. Им так и не удалось активизировать крымских татар, им так и не удалось заставить полюбить кнут, плетку, положение раба. Поэтому
то, что крымские татары не пошли на так званые выборы в Госсовет и в дальнейшие те мероприятия, которые называют здесь выборами, в том числе и то действие, которое там проходило 18 марта в этом году, активности крымских татар как не было, так и нет. Поэтому там есть две противоборствующие группировки, и, конечно, каждая пытается из них свалить вину на недостаточную активность крымских татар на других сторонников. Сегодня вот уже, скажем так, убрали Ильясова, зачистили его команду. Ну, останется теперь один любитель России. Вы говорите о господине Бальбеке, я так понимаю? Да. Теперь останется он один, но тем не менее крымские татары не полюбят рабство. Не было у нас такого никогда, поэтому его тоже будет ждать фиаско. Заир, вот тут такой вопрос. Дело в том, что Ильясов, насколько я знаю, был все-таки до 2014 года авторитетным среди крымских татар человеком, он обладал определенным весом, однако сейчас оказалось, что он не может влиять на своих соплеменников. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Почему он потерял свой авторитет среди крымско-татарского населения Крыма? Крымские татары, в принципе, никогда не любили предателей, и когда совершается предательство, конечно, такой человек перестает пользоваться уважением, доверием, поэтому, соответственно, пошел, предал интересы народа. Нечего ждать, что вдруг у народа проснется к тебе какая-то любовь. Ну, это адекватное отношение на вот то отношение к народу. Заир, Заир, к сожалению, я так понимаю, иногда связь дает сбой, но мы, тем не менее, слышим ваши слова. Я же хочу, прежде чем задать следующий вопрос, я вот хочу, чтобы наши слушатели послушали мнение украинского политического аналитика Юлии Тищенко. Она считает, что отставка Ремзи Ильясова связана с неоправданными надеждами российского руководства Крыма, но еще и в той части, что он не смог создать образ лояльности крымско-татарского населения полуострова к новому руководству Крыма после аннексии. Давайте послушаем мнение госпожи Тищенко. Здесь все гораздо проще. То есть, на Ильясова с самого начала возлагались значительные надежды, да, то есть, что он сможет создать альтернативу, такую своеобразную Меджлису, вот, но как бы она не увенчалась успехом. Там движение Керым и все, потуги с этим связаны, они, в общем-то, не были поддержаны среди крымских татар. Вот, потом, как бы связывались надежды, что определенная риторика Ильясова там относительно того, как, значит, Крым развивается, и крымские татары в нем развиваются также, и как бы все прекрасно с правами человека, и какие-то письма там в Организацию Объединенных Наций по этому поводу. То есть эта политика тоже не принесла никаких, зримых таких имиджевых шагов. Вот поэтому мне кажется, что он не до конца справился с теми позициями, которые на него возлагались. Плюс, действительно, во многом это и вопрос выборов, да, то есть как там не рисовали эти явки. По отношению, скажем, к крымским татарам, есть чиновники, там, в том числе в Ревкомнадзе, которые так или иначе, связаны там с крымскими, то есть они этнические крымские татары, вот, но тем не менее это, скажем, сути политики абсолютно не меняет. И это не первый исход тех, кто пришел, да, в том числе там и был аффилирован с Меджлисом, и тех, кто ходит там. Поэтому здесь, в общем-то, все закономерно.
Я напомню, что это было мнение политического аналитика Юлии Тищенко. С нами на связи остается Заир Смедляев, крымско-татарский активист. И, Заир, вот у меня к вам вопрос. Аспект выборов мы уже обсудили, а вот как вы оцените деятельность господина Ильясова вот в плане создания вот этой вот образа лояльности крымско-татарского населения, так сказать? Когда он писал письма от имени крымских татар, когда он создавал движение «Крым», эта часть деятельности также, по вашему мнению, была провалена? Конечно. И все вот эти попытки там говорить где-то о крымско-татарском языке, о внесении там изменений в Конституцию, там закон о языках, оно же все же не увенчалось успехом, хотя хотели показать, что вот крымские татары с приходом России стали счастливы. Вот этот указ, пустышку, которую расхваливали на всех углах, после, оказывается, крымские татары реабилитированный и самый Богом избранный народ на всей территории, которая сегодня подвластна России. Люди же все это прекрасно видели, что, ну, во-первых, и само, вот Рифат Чубаров, например, говорил о том, что, ну, может быть, никого и не назначат. Но я был сторонником того, что назначат, и, может быть, даже если бы, ну, так как Госсовет это избираемый, так называемый орган, то будут назначать из числа тех крымских татар, которые там находятся. Сегодня там есть Эдип Гафаров, и, соответственно, назначили его. Неважно, какие там у него профессиональные качества там, или еще что-то другое, важно, чтобы он был по национальности этническим крымским татарином. То есть вот нужна такая диковинная штучка, которую будут показывать заморским гостям и рассказывать о том, как красиво живут крымские татары, как они представлены во всех органах власти. Поэтому есть Рискомнац, который возглавляет крымский татарин, есть вице-спикер крымский татарин. Ну, вот такая вот вещь. Заир, вот вы, кстати, вы сейчас сказали о том, что крымские татары представлены исключительно вот в качестве декоративного элемента в крымском парламенте. Но тут возникает момент, если у Российской Федерации возникает необходимость создавать такую иллюзию представительства крымских татар в Совете, почему их всего лишь трое там? Это говорит о том, что короткая скамейка запасных, и не все крымские татары хотят связываться с подконтрольными Кремлю властями Крыма? Или же речь идет о том, что сами, ну, условно говоря, Российская Федерация боится также давать слишком большие полномочия и возможности, и большое представительство в парламенте? Ну, есть, скажем так, жадность, элементарная жадность, когда команда победителей, так званая, да, распределяла места. Ну, все сказали: ребята, вас не очень много, голосов вы нам все равно не дадите, вы пройдете не на крымско-татарских голосах, поэтому 3 депутата для вас будет достаточно. Ну и тогда Ильясов, Безазиев и Гафаров, вот они там прошли по этим списочкам, стали депутатами, чтобы показывали, что вот, видите, представительство крымских татар есть, но они же прошли через избирательную систему, ну, не очень доверяют крымским татарам, поэтому вот столько их прошло. Хотя это не пропорционально численности проживающих. Других были еще несколько желающих водрузить свою дупу в какой-нибудь из кресел там в Госсовете или еще где-нибудь. Но, к сожалению, их не взяли, потому что, вернее, не к сожалению, они не пользуются вообще никаким недоверием, ни авторитетом, поэтому их просто бортанули. Отделались им, дали им по медальке. Потом
у кого там чего бизнес отняли, у кого еще чего. Ребята эти теперь не знают, куда эти медальки повесить. То есть вот это, на этом вся любовь и закончилась. Заир, мне тут режиссеры говорят, что у нас есть звонок слушателя. Я предлагаю выслушать его вопрос или мнение, и мы вернемся к разговору. Добрый день, вы в эфире. Если можете, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Я сам из Крыма, крымский татарин. Прекрасно знаю эту всю ситуацию. Когда Россия аннексировала данную территорию, сама Российская Федерация состоит из федеративных образований, национально-территориальных образований. Но почему-то, когда коснулось дела Крыма, она совершенно упустила этот так называемый момент. Понимаете? И что самое интересное, когда они ссылаются на такое крылатое выражение, как восстановление исторической справедливости, почему-то они опять же забывают за статус Крыма 24 года по 44 год. Спасибо. Благодарю за ваш комментарий. Заир, ну, я понимаю, что это вопрос немножко не про господина Ильясова, но тем не менее, я так понимаю, что тому же самому Ильясову так и не удалось добиться никаких уступок со стороны российских властей Крыма именно в плане какой-то автономии, хотя бы языковой крымских татар. То есть все эти попытки, они сошли на нет. Ну, я скажу, перед тем, как, скажем, ну вот, провести так званое мероприятие, референдум, там еще что, были кое-какие переговоры, где говорилось о том, что крымские татары все-таки будут представлены в парламенте Крыма, во всех властных органах, причем где-то порядка 20% крымских татар будут. Разговор о такой квоте был. Было постановление в тот момент Верховной Рады Крыма, которое они там тогда обговорили. В том числе и была договоренность по представительству Меджлиса. Такие вот первоначально переговоры были, и были они с Ильясовым, поэтому недавно как раз и говорилось о этом квотном представительстве. Но я скажу, что не только не Ильясову, вернее, Ильясову не удалось многого сделать, не удалось сделать и другим коллаборантам, в том числе Балбеку, элементарную вещь, которая называется топонимика, да, когда он рассказывал, что вот там к 18 мая все города и населенные пункты получат свои исторические названия, хотя бы в виде параллельных вывесок. Но скажу, вместо этого мы увидели обратное. Сейчас даже пытаются топонимические названия выдумывать на русский манер. Допустим, есть река Карасу, да? Ее сегодня там написали Карасевка, хотя там карасями и не пахнет. И вот такие вот вещи повсеместно идут. Поэтому вот сказали, есть указ о реабилитации. Вот как раз тот телефонный звонок был. Если говорить о реабилитации, то тогда Россия как правопреемница СССР должна была что сделать? Восстановить автономию крымско-татарскую, компенсировать все отнятое имущество, землю вернуть, представительство во власти. То есть все, тогда я понимаю, можно было бы говорить, что Россия там реабилитировала крымских татар. А то, что этот Филькину грамоту, причем настолько это документ, над которым смеяться и смеяться можно. Там Заир, я просто прошу прощения, да. У нас еще один слушатель. Извините, что вас перебиваю, но время эфира стремительно подходит к концу, поэтому оставайтесь на связи. Мы сейчас услышим вопросы и продолжим нашу беседу. Добрый день, вы на связи, мы слушаем вас. Представьтесь, если можете. Алло, добрый день, Харьков Игорь. Вот, Заир, а как вы относитесь к Турчинову, который во время начала русской экспансии не отдал приказа на сопротивление врагу? Вот как вы как к нему относитесь? Спасибо. Благодарим за вопрос. Заир, я не знаю, захотите ли вы отвечать, все-таки это не совсем по теме беседы, но тем не менее, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, мы будем рады услышать.
Мнение у меня по этому поводу есть. Я думаю, вообще по всей этой ситуации, то, что произошло в Крыму, должна работать следственная группа и выявлять, кто где кого сдавал. Мне иногда непонятно, вот когда я служил, у нас было такое понятие, вначале по уставу действуешь, а потом уже дальше ждешь каких-то распоряжений. Кто-то наступает на твою часть, захватывает ее, вышли, песни спели с флагом, сдали часть, стали героями Украины и народным депутатом. Ну, надо разбираться во всех этих вещах. Так ли это? Я знаю, что вначале должен был предупреждать, стой, стрелять буду, стреляешь, а потом уже дальше будут разбираться, правильно или неправильно. Поэтому еще есть куча вопросов, с которыми нужно разобраться и потом дать оценку тем или иным лицам, в том числе кто-то должен понести уголовную ответственность. Что ж, Заир, благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Заир Смедляев, крымско-татарский активист. Мы говорим об отставке господина Ильясова, о возможных последствиях этой отставки, а также о том, почему крымским властям подконтрольным Кремлю не получается получить лояльность крымско-татарского населения к полуострова. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Твиттере, там можно предлагать свои темы программ. Заходите также на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Напомню, в студии с вами Александр Голубов. К нашей беседе присоединяется заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, здравствуйте. Да, доброго дня. Как вы уже слышали, мы говорим об отставке господина Ильясова, и вот все наши спикеры, с которыми мы общались до этого, они утверждают, что в принципе причина отставки — это неспособность Ильясова обеспечить, во-первых, явку крымских татар на выборах, а во-вторых, обеспечить некую иллюзию представительства крымских татар, их заинтересованности в жизни Крыма после условно говоря, в деятельности подконтрольных Кремлю крымских властей. То есть, условно говоря, вот эта вот потемкинская деревня многонационального Крыма, она не работает. Скажите, пожалуйста, вот почему крымские татары не идут на поводу кримських властей за колаборантами? Ну, по-перше, я би хотів підкреслити, що сама фігура Ремзі Ільясова, вона доволі суперечлива. Він ніколи не був, знаєте, популярним в кримськотатарському народі. Він був впливовий, це одна сторона. Він був лідером групи підприємців кримських татар і лідером, людиною, яка розставляла свою клієнтелу в органах влади. І він ніколи не був трибуном, ніколи не міг претендувати на те, що він є володарем думок. Це одна частина, чому не вдалося. Інша частина – політика, власне. Розумієте, анексія відбулася під гаслом руського націоналізму, імперського руського націоналізму. І в цій картині світу дуже важко показати місце кримськотатарського народу. Знаходили заміну через релігійну ідентичність, використовуючи муфтія Аблаєва, інвестуючи ресурси в певні символічні речі, такі як будівництво мечеті, наприклад, соборної, але не тільки її, залучаючи Аблаєва до всіх офіційних заходів, підкреслюючи його статус, такий, знаєте, публічний респект, як зараз кажуть. Але це знову не було замінником того фундаментального питання, що Крим
анексовано на догоду імперському російському міфу, в якому кримсько-татарський міф, він є конкуруючий і є упосліджений за своєю природою. І з цим нічого не можуть зробити, як би вони не хотіли. Сергей, мне режиссеры сообщают, что у нас есть 2 телефонных звонка. Я предлагаю выслушать вопросы наших слушателей и сразу же вернемся к разговору. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Вы меня слушаете? Добрый день, мы вас слушаем. Если у вас есть возможность коротко задать вопрос, потому что время эфира она ограничивает нас. Хорошо, спасибо. Значит так, господа, я хочу вас перевернуть вас, поставить с головы на ноги. Дело в том, что Крым – это русская земля. Я думаю, что мы перейдем к следующему слушателю. Я все-таки напомню нашему слушателю, что, во-первых, мы хотим узнать вопрос, а во-вторых, все-таки, согласно международному законодательству, Крым все же аннексирован, и тут не вопрос, русский, украинский он или крымско-татарский. Международное право — это вещь достаточно строгая и однозначная, а мы обсуждаем немного другой вопрос. Второй слушатель у нас на связи. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. День. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Владимир зовут меня, я из Западного Крыма. Мне просто интересно, я бы не хотел в деталях там сейчас говорить, ну а что, у крымских татар до этого была автономия при Украине? И, по-моему, ничего подобного не было, никто им ничего не обещал. Ну, был более такой узаконенный беспредел, когда можно было на Айпетре там. Ну, определенные люди, приближенные к императору, имели больше возможностей. Окей. Вот примерно ваше мнение понятно. С нами, напомню, на связи Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Вот, Сергей, такой логичный вопрос, кстати, от нашего слушателя. Он задается вопросом, мол, крымские татары ничего не имели при Украине, а после аннексии, мол, ничего принципиально не поменялось. Но, тем не менее, крымские татары почему-то активно не собираются сотрудничать с властью Российской Федерации. Может, разница все-таки була? Безперечно, але я хочу подякувати першому вашому дозвонювачу, який яскраво проілюстрував мою тезу. Він мав на увазі не тільки те, що Крим руський, тобто належить Російській Федерації, а те, що це російська земля. І в результаті в цій картині світу кримським татарам немає місця просто. І вони це відчувають. І це відповідь частково на друге питання. Безперечно, проблем було достатньо багато. Але за роки незалежності було інвестовано достатньо великі ресурси в повернення кримських татар. Вони розкрадалися, всяке можна говорити, частково неефективно використовувалися, але ці ресурси пішли на користь народу. Була створена інфраструктура, культурна інфраструктура, яка підтримувала кримсько-татарську ідентичність. Театри, бібліотеки, навчальні заклади, розроблені програми для школи, видані підручники. Почались готувати кадри дуже різної направленості, створені колективи, художні, театральні, музичні. І ця вся інфраструктура, створений університет в кінці кінців КІПУ, ця вся інфраструктура працювала. А зараз ми маємо ситуацію, коли ставиться під питання, ви є чи вас немає, в якому статусі, що треба вам зробити для того, щоб ми, тобто Росія, тобто росіяни, бачили в вас повноцінних громадян, а не людей другого сорту. От в цьому змінилося в відчутті. І плюс, звичайно, репресії. Українська сектор безпеки, він такий дуже дивний, і в тому, що відбувалося, були свої плюси і свої мінуси, але ми всі прекрасно знаємо, що таких репресій, такого тиску, такого єзуїтського способу, яким здійснюється тиск на будь-кого, хто теоретично навіть не згоден, як є зараз, ніколи не могло бути при украинской юрисдикции півострова. Сергей, благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Мы говорили об отставке господина Ильясова, а также в целом о том, почему российским властям Крыма не удается привлечь на свою сторону крымских татар полуострова. С вами в студии был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.